Стручок сои внешне напоминает фасолевый, но внутри семена светло- или темно-желтого цвета. Зависит от степени созревания, рассказывает Джабраил Акмурзиев. Соевыми бобами он засеял 100 гектаров плодородной почвы у въезда в Малгобек. Культура для этих мест новая и капризная. Не всякий может с ней совладать. Ну, уши не очень, кези кал явху лехта, джо слабых они уши. Han чиет, сел чиет вулю, ну что. Комбайн жох, кези хава. Комбайн нани дед, аз благодаря. Духию комбайн. Ши комбайн, нани дед. Дух чица диве Ах, чица. Где-то 50 гектар чица. Если в центральных регионах России собирают в среднем 10 центнеров сои с 1 гектара, то максимального уровня урожая можно добиться в южных регионах до 50 центнеров с гектара, но это в предгорных районах, где достаточная влажность воздуха, а здесь место засушливое, неорошаемое, поэтому и не слишком порадовал урожай в этом году, рассказывает Джабраил. 25 центнеров с гектара. Жаухан, юачен юачен, жаухан млехтери, дикая холмегери, я гавер жаухан. Эту бобовую культуру используют в разных отраслях пищевой промышленности и сельского хозяйства. Вместе с тем, вопрос реализации урожая для Джабраила остается открытым. Да, хамхат ходух, сохкам дух хватишь сагва, ходух, на хранение, они лыри, да, ходух, хожик бы сюда, да, хайваха. Благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу соя оказывает благотворное влияние на все системы организма, содержит природные антиоксиданты, ускоряет процесс метаболизма, снижает уровень вредного холестерина, восстанавливает клетки нервной системы, очищает организм, выводя соли тяжелых металлов. В общем, все полезное из земли. Джабраил заранее изучил свойства культуры и настроен улучшить показатели урожайности в следующем году. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.